В Государственном Эрмитаже прошли Дни Осетии, посвященные истории, культуре и национальным ценностям осетинского народа. Президент Анатолий Бибилов провел встречу с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Петровским. Он выразил благодарность за организацию торжества. По словам Анатолия Бибилова, история и культура Осетии заслуживают того, чтобы о них больше знала мировая научная общественность. И Эрмитаж проделал огромную работу в этом направлении. В свою очередь Михаил Петровский выразил готовность к сотрудничеству. Для президента и делегации Южной Осетии была представлена экскурсионная программа по залам Эрмитажа. Большой интерес вызвала коллекция скифского золота. Детали конской упряжи с ониксовыми вставками. Видите, какая яркая античная эпоха, эпоха кочевого народа, для которого конь имел огромное значение. Поэтому не только украшение костюма, но и коня было таким ярким. Символы уже знакомого нам скифо-сибирского звериного стиля или скифо-сарматского, как его называют. Это образы оленей, тех же горных козлов, конечно же, символ жизни. Это древо жизни, которое соединяет в себе сразу несколько понятий о жизни земной, о жизни горней, о жизни богов и жизни уже после смерти. На торжественной церемонии открытия Дня культуры Осетии в Эрмитаже выступил Михаил Петровский, дав высокую оценку национальной культуре Осетии. Осетия страна волшебная, поскольку многое из того, что связано с словом Осетия, связано вообще с историей мировой культуры, мировыми проблемами. Но вот Алан и скиф – это громаднейшая мировая проблема. Что такое, кто такие были скиф, какие они были, громадная культура. И изучение ее опирается и языка, и в материальной культуре. Как раз в Осетии, через осетинцев изучается. Великий эпос Нарты, он общекавказский, но его исходы на осетинском языке. И сам осетинский язык – это одна из полей для многочисленных лингвистических и прочих исследований, и мифологических исследований. Это не просто осетинское наследие, это наследие всего мира, это то, где весь мир изучает мифологию, историю. В истории России вклад осетинского народа сложно переоценить, считает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Хочу сказать, что вообще культура Осетии – это, наверное, одна из самых ярких страниц не только в истории нашей страны и Кавказа, но и мирового сообщества. Ну и, конечно, мы вот договорились с господином президентом о том, что будем культурные обмены совершать. И я пригласил осетинскую делегацию, представителей именно на наш культурный петербургский форум, который состоится в ноябре месяце. И с удовольствием посмотрим и обменяемся тем опытом, теми знаниями, да и просто нашей культурой обменяемся. Но самое главное, чтобы приехало как можно больше молодежи. Для нас очень важно, чтобы наша молодежь дружила. Анатолий Бибилов поблагодарил руководство Санкт-Петербурга и Эрмитажа за проведенные мероприятия и наградил Александра Беглова и Михаила Петровского орденами дружбы. Я благодарен вам, Михаил Борисович, за то, что открыли нам ворота святая святых Эрмитажа, где мы посмотрели и скифское золото, где мы посмотрели вот это великолепие. И, конечно, спасибо в первую очередь и всем жителям Санкт-Петербурга, которые в той или иной степени связаны с Осетией или, может быть, не связаны с Осетией, но проявили интерес к культуре, к традициям, которые мы хотели донести до наших, без сомнения, братьев, до наших сестер здесь, в Санкт-Петербурге. Этот праздник, я считаю, скажем так, праздник всех осетин, которые проживают здесь, в северной столице нашей большой России. Это праздник, я считаю, всех жителей Санкт-Петербурга, потому что нас связывают глубокие узы дружбы. В рамках Дней культуры в Осетии в Эрмитаже сотрудники музея выступили с лекциями. Цветные инкрустации в кубанских бронзах, аланский мир на шелковом пути, осетины в императорском конвое и образы Осетии и Кустахи Тагурова. Это очень важно, это наша история, они должны нас знать. Хотя Санкт-Петербург, я думаю, хорошо знает осетинский народ, историю осетинского народа, потому что здесь, как еще раз говорю, такие люди великие, как Гергиев, как Булоев, так другие, многие другие, поэтому они нашу историю хорошо знают, но тем не менее
это необходимо проводить, и чем чаще, тем лучше. Есть другие субъекты, естественно. Много значимых событий, которые происходили между русским народом и российским. И это сближает не только руководство, а в плане и само население. И чем больше доносишь, чем больше показываешь астинскую культуру и подчеркиваешь значимость тех событий, которые нас объединяют как народности, я думаю, что это архиважно. Торжества завершились концертом с участием танцевального и инструментального ансамбля «Ирыстун Санкт-Петербург», оркестра национальных инструментов под руководством Олега Ходова и студентов Санкт-Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова. Здесь, в Государственном Эрмитаже, завершились дни осетинской культуры, но, как отметил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, подобные мероприятия в северной столице станут ежегодными. Что же касается уже завершенных, то в них приняли участие сотни человек, и сегодня можно с уверенностью сказать, праздник состоялся. Алан Тибилов, Азамат Кудзеев, Санкт-Петербург. Информационный выпуск сегодня.